Добрый вечер, это программа «7 дней плюс», и сегодня у нас в гостях, или мы в гостях здесь, в Республиканской клинической больнице, Айнагуль Жалдошовна Байлиева, профессор, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой анестезиологии и реаниматологии Казанского медицинского университета и главный внештатный реаниматолог Минздрава Республики Татарстан. Добрый вечер, Айнагуль Жалдошовна. Здравствуйте. Я знаю, как вы живете последние 1,5 года, в каком режиме вы живете. Самолеты, поездки, совещания, больные. Давайте вот пару слов буквально о вашей жизни. Как она изменилась за эти 1,5 года? Я примерно так раз в месяц даже позваниваю вам, представляю, каково вам. Да, самолетов стало намного меньше, поездок и командировок стало меньше. Мы все проводим в онлайне, когда нам нужно общаться. Основная часть моих ординаторов, которые проходили обучение по программе анестезиологии и реаниматологии 2 года, ушли работать в госпитале в качестве стажеров. И мы изменили и формат обучения, тоже изменился этот формат. Большая часть времени уходит на консультации, тоже онлайн-консультации, потому что невозможно физически узнать столько пациентов. Вы входите вот в этот самый мозговой центр, состоящий из многих наших профессоров, которые консультируют больных по всему Татарстану в режиме онлайн. Да, в режиме онлайн. Это обязательно. Какая-то часть жизни должна оставаться в образовании, то есть мы должны изучать, читать и узнавать новое, что происходит. Это обязательно, потому что ситуация меняется. Публикации разные. Ну, вот таких интервью, как у нас с вами, наверное, можно найти массу, да, ведь в интернете каждый пытается найти какую-то истину. Вот, и все находятся в поисках чего-то и в ожиданиях чего-то. По поводу себя могу сказать, и не только, наверное, по поводу себя, но и по поводу многих коллег, это усталость, утомляемость, это какое-то опустошение. Это понимание того, что мы с этой инфекцией будем жить оставшуюся всю жизнь, и надо, наверное, ждать и надеяться на то, что появятся какие-то способы излечения этой болезни. Но надежды мало. Но надежды становится все меньше и меньше. И когда мы были в начале инфекции, там 1,5 года тому назад у нас были очень большие надежды. Через полгода мы потеряли своего коллегу, молодого, здорового человека, который умер у нас практически на руках, несмотря на то, что было сделано все, и даже больше, и он был транспортирован на самолете в Москву, уже с пониманием того, что мы его теряем, но не хотелось в это верить. Появилось несколько какое-то иное психологическое состояние. Вы знаете, у меня даже появилось какое-то разочарование в профессии, потому что мы ничем не можем помочь. Да. Эти вопросы все больше и больше появлялись в голове. Вот. Что касается сейчас, когда мы научились лечить, научились прогнозировать, в какой-то мере, наверное, спасли некоторых людей, некоторых не смогли спасти. Трудно это посчитать, потому что какой-то счет специальный мы не вели. Появилась какая-то надежда, возникает другой штамм вируса, который начинает вести себя еще более агрессивно. Что мы ожидали? Мы ожидали, что последующие штаммы этого вируса будут слабее. Более гуманнее, скажем так. Да, более предсказуемо. Мы сейчас видим другую совершенно клиническую картину. И это вносит в нас тоже такое, знаете, и смятение, и, ну, я не скажу, что страх, да, еще раз понимание того, что мы должны меняться. Мы не можем жить вот так, как жили раньше. Эта жизнь ушла уже. Мы должны эволюционировать столь же стремительно, как это делает вирус. Мы не успеваем делать это быстрее, чем он. Все-таки он идет впереди в отношении мутации. Получается так, что мы когда-то
в общем, всю нашу жизнь, сколько мы себя помним, и вы, как медики, и мы, как обычные граждане, мы жили в каком-то предсказуемом с медицинской точки зрения мире. Мы знали, что от любой практически болезни, какой мы ни заболеем, у нас всегда есть лекарство. Ангина, простуда или даже что похуже, даже онкология, и та лечится в определенных случаях. И тут вдруг наступает вот эта зараза, и она спутывает все наши карты, и мы начинаем не понимать, почему медицина не справляется, почему таблетки нет, почему 1,5 года прошло, а вы все никак не можете... Люди не понимают. Вот к вам приходит человек на своих 2 ногах, через 3 дня звонят родственникам, говорят, он умер. Они не могут понять, как это так. Ведь он к вам пришел, и им кажется, что вы что-то сделали неправильно. Совершенно верно. Вообще, основная задача медицины, если человек пришел на своих ногах, не навредить. Это был основным принципом медицины. И даже если выставлен ему какой-то такой фатальный какой-то диагноз, то все это проходило, даже если происходила смерть и гибель человека, это все было, ну давайте скажем так, логически, как бы это ни звучало жестоко, все было объяснимо. Мы могли объяснить. Сейчас очень сложно объяснить состояние, при котором молодой человек приходит в больницу с жалобами на боли в горле или на небольшой кашель и повышение температуры. Ему делают полный спектр обследования, его начинают лечить, назначают противовирусные препараты, либо назначают витамины, инфузионную какую-то терапию, поддерживающую терапию в надежде, что сам организм справится. И картина компьютерной томографии легких меняется за 24-72 часа кардинально. Особенно сейчас. Особенно сейчас. И это сразу видно на компьютерной томографии легких, по площади поражения легких и по характеру поражения. То есть это очаги, их множество, они начинают сливаться между собой. И сначала это очаги крови наполнения легких, когда в легких больше крови, наступает тромбоз мелких сосудов, и легочная ткань, так называемая, фиброзируется, и она теряет свою воздушность, эластичность, способность обогащаться кислородом в венозной крови и отключается так называемый малый круг кровообращения. И пациент испытывает гипоксию. Эта гипоксия называется тихой гипоксией, потому что он ее не сразу испытывает. Нехватка кислорода. Да, нехватки кислорода. Не сразу испытывает пациент это. Пациент может лежать дома, температурить, но даже за при счет... 50% поражения даже легких не все это чувствуют. Совершенно верно, это даже не все чувствуют. Почему? Потому что доставка кислорода зависит не только от работы малого круга, но и от производительности сердца. Если сердце здоровое, да, и производительность его увеличивается, то человек не чувствует этого до той поры, когда более 70% поражаются легкие, и тогда уже возникает потребность в кислородотерапии. Потребность в кислороде, возникает одышка. И вот это течение вот этой тихой гипоксии, незаметной, которая видна только на наших приборах, она имеет место быть сейчас очень часто. И мы это все-таки связываем с мутацией и с тем, что мы столкнулись вот так называемым дельта-штаммом. И это еще не последний штамм, который может, возможно, быть. Айнагуль Жолдошовна, а вы много видите привитых в реанимациях? У меня вот есть тоже свой рейтинг, я был во многих госпиталях, интересно сравнить. Вот. Попадались вам? Попадаются. Намного меньше, в разы меньше. Я рассматриваю сейчас вот не просто там отделение реанимации, да, в котором уже острый респираторный дистресс-синдром, пациенты находятся на искусственной вентиляции легких, и это очень тяжелое течение. Вот по нашему виртуальному обходу, по нашему скринингу заболевших всех в республике, сразу же пациент, который получил вакцинацию, отмечается определенным значком, и доктора говорят, этот пациент привитой. И мы обращаем на него внимание, нам просто интересно его течение.
Но это встречается настолько редко. То есть за август месяц, сколько мы просматривали, я видела одного пациента, вакцинированного, тяжелого, который нуждается в биологически активной терапии. В реанимации? В реанимации, да, поддаются пациенты, те, кто находится на кислороде. Если пациент на кислороде, мы уже говорим, что это реанимация. Многие, кто заболел, среди моих знакомых, они признаются и говорят, вакцинировался и как-то расслабился. И перестал соблюдать режим. И вот заболел. Хорошо, что не тяжело болел, потому что вакцинировался. Но опять же обращаюсь к данным литературы, да, которые гласят о том, что и заболевшие, и вакцинированные будут болеть, потому что будут возникать новые штаммы. И от того, что ты привился или ты переболел, это вовсе не означает, что ты не заболеешь. Сейчас вот мы стоим на пороге вот этого понимания. И беречься нужно обязательно в любом случае. Беречь родителей, у которых есть большие проблемы со здоровьем и большой риск умереть от болезни. Так уничижительно, конечно, ковид называют модной болезнью. И что вот якобы зачем мы столько о нем говорим, когда существуют другие болезни, которые никуда не делись. И даже статистика по смертности, по избыточной смертности трактуется в том отношении, что, мол, это все люди, умершие не от ковида и не от его последствий, а от того, что им вовремя не была оказана другая медицинская плановая помощь. Почему мы с вами все время говорим о ковиде? Вот и сейчас мы с вами говорим о ковиде. Потому что это самая болевая точка сейчас везде и во всем. Эта инфекция проникла, не только медиков охватила, она охватила, мне кажется, каждую семью, да, каждое общество, поменяла весь образ нашей жизни, общения во всем мире. Весь мир говорит о ковиде, не только мы. Знаете, сейчас еще так принято рассуждать, мол, кому положено, тот умрет. Это неправильное рассуждение. Не совсем понятно, зачем тогда вообще мы придумывали медицину. Да. Но это в корне неправильное утверждение. Я абсолютно с ним согласна. Имеется в виду, что вы все равно никого не спасете. Зачем? Пусть они сидят дома, зачем нам эти госпитали? Давайте все расформируем, вернемся в нормальное мирное время, а люди пусть умирают. Закроем глаза на то, что происходит. Нет, это неправильная теория, абсолютно. Медицина нужна, она будет нужна всегда. И я не могу сказать, что мы не спасаем никого. Мы спасаем людей, мы лечим людей. У нас есть определенные тоже и положительные результаты лечения данного заболевания. Но получается это не всегда, поэтому мы и говорим об этом. Айнагуль Жолдошовна, тяжелый вопрос вам задам, но все-таки и тяжелый, может быть, даже не для вас скорее, а для зрителей. Когда мы говорим о том, что вот многие умирают и как это происходит, мы мало говорим о том, как это происходит. Давайте, может быть, все-таки, как бы не страшно это звучало, но опишем, что чувствует человек. Вы видели этих пациентов с сотнями, тысячами уже. Как это происходит? Я могу себе представить, некоторые говорят, забегите в таком серьезном темпе на 10-й этаж. Это может описать ситуацию того, что чувствует больной тогда, когда вот у него начинается самое страшное? Когда начинается одышка и снижается сатурация, пациент переводится на кислород. Когда у пациента развивается нарушение сознания, возбуждение, ажитация, мы даем препараты, которые немножко приглушают вот эту панику внутреннюю. Облегчают это страдание. Когда человек уже устает дышать, мы его переводим на маску или на искусственную вентиляцию легких, а это полное отключение сознания медикаментозное и полная седация. И люди погибают, находясь в искусственной коме, на искусственной вентиляции легких. Люди не ощущают этого. Самое страшное в психологическом отношении внутри каждого человека,
конечно же, это ощущение того, что не хватает воздуха. Это сложно понять. Как это можно понять? Да. Ну, вы пытаетесь вздохнуть и не можете? Да. То есть человек дышит, делает форсированный вдох. Если в покое мы вдыхаем где-то там 25 литров в секунду воздуха, да, делаем вдох, и этот поток вот составляет от 10 до 25, то человек форсирует вот до 150. То есть это такая большая выраженная одышка. Вот. И, конечно же, человек, который говорит: помогите, спасите, сделайте что-нибудь, ну вот врачи-реаниматологи, которые видят это практически каждый день, это очень большая психологическая нагрузка. Поэтому мы за гуманность, за то, чтобы дать кислород, дать маску, дать опиоидные анальгетики, дать седативные препараты и выключить человека вот из этого страшного состояния, раз оно уже наступило. Когда человек выходит из искусственной комы, начинает самостоятельно дышать через трубку, которая у него в трахее, и начинает постепенно привыкать к жизни, это тоже очень психологически тяжело. Но такая большая тяга человека к жизни природно заложена, что люди и привыкают, и стараются, и слушают, и иногда психуют и срывают с себя все. Очень многие пишут: оставьте в покое, не трогайте меня, дайте спокойно умереть. Некоторые говорят: вы не даете жить, не даете умереть. То есть это очень тяжелая такая психологическая обстановка. И должна сказать, что чем выше интеллект человека по жизни, чем тяжелее переносится это состояние. Почему? Потому что человек, который привык думать, анализировать и прогнозировать, он себе прогнозирует, анализирует и надумывает вперед намного. И вот эта борьба, да, человека, ты пытаешься ему объяснить, он не хочет понимать, это очень тяжело. А на самом деле это самая ужасная картина, да, когда тянутся руки и тебе говорят: помогите, ради Бога, помогите, сделайте что-нибудь. Вот это самое ужасное. Мне кажется, люди, которые в отделении реанимации вот скрыты под этими костюмами, шлемами, масками, и которые вот не выдают выражение этих глаз, вот, отворачиваются и делают свое дело, которое нужно делать. Но как-то вот спасает их вот этот вот щит. И меня в какой-то степени он тоже психологически спасает, когда... Они там тоже задыхаются, врачи. Да. Им тоже не просто. Конечно, тоже не хватает воздуха долго в этой маске. Вот, и тоже возникает состояние такого оцепенения. Вот. Иногда возникает состояние безразличия, что очень опасно для медицинского персонала, как мы говорим, профессионального выгорания, привыкания к этим состояниям. Вот что самое опасное вот в настоящее время. А вы сами, вы видели сотни, тысячи смертей. Я помню, в прошлом году, когда я позвонил вам впервые, мы с вами не были знакомы. И мы с вами только по телефону говорили, и вы не знали меня, я не знал вас. Я помню, что был просто удивлен тем, как вы говорили со мной, с незнакомым человеком. Как вы рассказывали мне по телефону, что вот что было вот сейчас, 5 минут назад, сегодня вообще. Как откровенно вы пересказывали мне не то, что вы делали профессионально, а то, что вы при этом чувствуете. Я был просто удивлен степени того, как главный реаниматолог Минздрава до сих пор не привык к этому и находится в острой фазе вот этих ощущений сочувствия к другим. Вы до сих пор в этой фазе острой? Когда человек ко всему привыкает, вот я помню интервью Гузель Яхиной, которая рассказывала про голод, про детей, да, и вот про эти ужасы, которые происходят, и она говорила, человеческая психология такова, что через некоторое время человек вот через этой острой фазы переходит в хроническую фазу,
и вынужден переходить, потому что невозможно все время быть в острой фазе. Но для этого не хватит ни здоровья, ни психологии. Что я сейчас стараюсь сделать, это не приносить домой эти эмоции, которые я получаю на работе. Не приносить, и это самая главная задача. Привыкнуть к этому невозможно. Никогда невозможно. К счастью, мы не можем умножать свою скорбь по одному человеку на тысячи, на миллионы, иначе бы наш мозг просто не выдержал этого ужаса. Конечно. Потеря близкого человека – это одно состояние психологическое. Потеря пациента для врача – это другое. Да, потеря многих пациентов, потеря коллег, с которыми ты работал, и их не стало. Большое количество этих людей, которые умерли в этот ковид. Понимаете, у нас, когда был съезд Федерации анестезиологов-реаниматологов России, показали фотографии людей по стране, умерших по нашей специальности от этой болезни. Ну, это впечатляет. Айнагуль Жалдошовна, к сожалению, завершая наше интервью, давайте сделаем некий вывод. Нам, конечно, сейчас скажут люди, что мы с вами вновь нагнали страху, пугалки, страшилки. Но видите ли вы другой какой-то способ как-то вернуть людей в реальность, что ли? Рассказать о том, что является правдой, а что ей не является и являться не может. Да, я всегда делаю надежду на молодежь, на подрастающее поколение. Я считаю, что мы должны работать именно вот с молодым поколением, с подрастающим поколением, да, и с тем населением людей, которые находятся в активной такой социальной позиции, которые работают. Тех женщин, которые хотят иметь детей, мужчин, которые хотят иметь здоровых детей, да, и здоровую семью, и планируют жить дальше. Вот именно эта часть населения для нас, мне кажется, вот та основная надежда, к которой мы должны обратиться. В любом виде, в котором воспринимает. Как воспринимает это школьник, как воспринимает это студент, у него же другой взгляд. Как воспринимают это люди, которые только начали работать, молодые специалисты. И вот мое обращение именно к активной части населения, к тем, кто хочет жить. Я не обращаюсь к людям, которые привыкли ругать наше государство, нашу систему, которые привыкли распространять какой-то негатив. Почему? Потому что они сами находятся в этой жизни в негативе. И вот для того, чтобы дальше жить, планировать, радоваться жизни, нужно понимать, что мы должны прямо и честно относиться к этой инфекции, уважать ее и понимать, что это фактор, который не зависит от нас в какой-то степени, но мы способны защититься от него. Как защититься? Как защититься? Иметь уровень антител во всей семье, у всех членов семьи. Говорить о том, что вести здоровый образ жизни, наверное, это немножко тривиально, да, и немножко как-то так никто это не услышит, но однозначно внимательно отнестись к своему здоровью. Может быть, отодвинуть какие-то материальные претензии к этой жизни, да? Может быть, вот я встречала такого молодого активного человека, который работает и говорит, я ему говорю, а вы прививались? Он говорит, да нет, я же здоров, я работаю. Да и когда мне? Мне много очень работы, мне так много заказов, у меня такая интересная работа, я так ее люблю. Я говорю, а вам не кажется, что в один день это все оборвется? Одним событием. То есть вы оборвете либо себе, либо кому-то из членов семьи. Может быть, вы один день посвятите все-таки своему здоровью, а не зарабатыванию денег и вот этой гонкой такой вот за такое. Мы ведь не голодаем сейчас, не голодаем. Вот это самое сложное в вашей и в нашей профессии, что нам приходится уговаривать здоровых. Вам не приходится там в реанимациях, в палатах уговаривать больных принять лекарства, они сделают все, чтобы его принять. Но здесь приходится уговаривать здоровых, которым кажется, что они и останутся здоровыми. Да, да.
Иногда активные молодые люди говорят, нас заставили на работе привиться, но что делать? Мы привились, потому что лишат премии. И отвечаешь, у вас мудрый руководитель. Спасибо вам большое за интервью. Как всегда, мало времени, конечно, чтобы обо всем поговорить. Надеюсь, встретимся еще раз с вами. Мы разговаривали сегодня с Айнагуль Жалдошовной Баилиевой, профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии и главный внештатный реаниматолог Минздрава Республики Татарстан. До новых встреч!